Добрый день, наши дорогие учителя, одноклассники, родители и гости. Мы рады приветствовать вас на уникальном виртуальном празднике последнего звонка 2020. Вот и пролетели 11 лет. В начале года нас спросили, как вы хотите провести свой последний звонок? Мы хором ответили, не так, как у всех. Хочется чего-то нового и необычного. Так сложилось, что именно праздник последнего звонка 2020 таким и будет. А вести его будем мы, Иванова Селена И Рыбкин Павел. Внимание! Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Звонка считается открытым. Слово предоставляется директору нашей школы Валентине Юрьевне Рыбкиной. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, родители. Я рада вас всех приветствовать на нашем традиционном и одном из самых любимых школьных празднике последнего звонка. Уже нет ни у кого никаких сомнений, что выпуск 2020, он, конечно же, особенный. Даже завершая учебный год, вам всем пришлось быстро очень приспособиться к новым условиям, принять правильные решения и выйти на новый формат взаимодействия. Но все это не отменило главного – нашего общего дела, нашего общего движения к одной общей цели – к завершению среднего общего образования. В 2020 году это особые условия, но из 167 выпускников 2020 года 144 ученика принимают решение продолжить свое образование в высшей школе и, значит, будут сдавать единый государственный экзамен по 12 предметам. И, конечно же, основным событием официальной части нашего праздника остается, таким образом, приказ о допуске обучающихся 11 классов к государственной итоговой аттестации. Разрешите мне ознакомить вас с этим приказом. От 28 мая 2020 года за номером 0108/139 о допуске обучающихся 11 классов государственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года номер 115,
Письмами Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия от 28 мая 2020 года об объективном выставлении итоговых оценок и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. На основании решения Педагогического совета муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 31 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа город Якутск, протокол номер 6 от 28 мая 2020 года приказываю допустить государственной итоговой аттестации следующих выпускников 11 классов, освоивших основные общеобразовательные программы среднего полного общего образования и имеющих положительные отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана и результат зачет за итоговое сочинение, изложение. 11 А класс – 25 обучающихся. 11 Б класс – 24 обучающихся. 11 В класс – 28 обучающихся. 11 Г класс – 33 обучающихся. 11 Д класс – 30 обучающихся. И 11 Е класс – 26 обучающихся. Итого 166 обучающихся, список прилагается. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Также должна сказать, дорогие друзья, что в этом году меняются условия получения аттестата, и после утверждения приказа Министерства просвещения Российской Федерации о признании, выйдет наш приказ о признании результата промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, результатами государственной итоговой аттестации и выдачи аттестатов о среднем общем образовании. Сами аттестаты вы получите в период сдачи единого государственного экзамена и в положенные установленные сроки. Среди нас есть выпускники, которые имеют итоговые отметки отлично по всем предметам учебного плана и результат зачет за итоговое сочинение. Поэтому им будут вручены медали за особые успехи в учебе. Поприветствуем их. Это Краснояров Илья Алексеевич, 11 Б класс. Слепцов Владислав Сергеевич, 11 Б класс, Ярыш Денис Алексеевич, 11 Б класс, и Батыгина Жамиля Майербековна, 11 Г класс. Горохова Ирма Иннокентьевна, 11 Г класс. По нашей доброй традиции мы приветствуем также и семьи этих выпускников, потому что такой результат учебы, безусловно, общая заслуга всей семьи. Мы приветствуем родителей, выпускников-медалистов и вручаем им благодарственные письма Управления образования города Якутска в связи с особыми успехами в воспитании сыновей и дочерей и передаем пожелания дальнейших достижений и семейного благополучия. Все эти награды также будут вручены вместе с аттестатами. Ну а сегодня, дорогие друзья, мы все с вами понимаем, что праздник последнего звонка – это крайний праздник детства. Крайний праздник детства и первая ступень юности, широкая дорога, по которой вы пойдете, она может принести разные успехи, разные результаты. И то, какие выберете вы, зависит только от вас. Мы же, конечно, надеемся, что вы сохраните все лучшее, что приобрели за школьные годы. Это умение дружить, умение трудиться вместе. Это умение поддерживать друг друга на разных этапах жизненного пути. И мы надеемся, что именно эти качества позволят вам сформировать свой жизненный путь так, чтобы семьи были счастливы, люди вокруг вас ощущали вашу заботу, доброту, чтобы ваш добросовестный труд обеспечил благосостояние нашей страны и процветание России в целом. Я хочу также сказать, что в 2020 году мы завершаем учебный год с хорошими показателями. Я надеюсь, что вот все ребята, которые будут сдавать единый государственный экзамен, конечно же, улучшат эти достижения, помогут школе продвигаться выше и выше в лидирующей позиции в официальных рейтингах. Если вы внимательно смотрели видеоролик визитки нашей школы, то вы уже знаете, что в 2020 году средняя общеобразовательная школа номер 31 вошла в 3 официальных рейтинга. Это топ-20 эффективных школ Дальневосточного федерального округа по результатам поступления выпускников в ведущие вузы страны. Это топ-35 школ нашей республики Саха-Якутия. Мы здесь занимаем 9-ю позицию. И это очень важный для нас топ, значит, выпускников, поступивших в округленную специальность медицина. В этом рейтинге по Дальневосточному федеральному округу мы занимаем 2-е место. Также очень значимо для нас в этом году, что мы вернулись в рейтинг топ-7 школ города Якутска
по количеству победителей и призеров этапов Всероссийских олимпиад школьников. Конечно, все эти достижения, они значимы не только для рейтинга, в первую очередь для личного успеха и для обеспечения качества жизни себя, своих близких, своих семей, всего нашего общества. Я от всей души, от имени всего коллектива поздравляю вас, дорогие наши выпускники, желаю всем успешно пройти рубежи государственной итоговой аттестации и в дальнейшем на своей долгой, красивой, достойной дороге жизни никогда не забывать братство нашей любимой 31-й школы. И девиз всех наших последних звонков, наших любимейших праздников: «Ты в жизни каждого из нас родная школа». С праздником, дорогие друзья! Внимание! Приветственное слово председателя Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия Гоголева Петра Васильевича. В эти дни по всей республике звенит последний школьный звонок, который отдается нежным, грустным отзвуком в сердце каждого из нас. Ведь большую взрослую жизнь мы провожаем наших детей. В этом году школы республики заканчивают более 8 тысяч учащихся. Дорогие выпускники, для вас наступает новый и важный жизненный этап. Впереди большая и длинная дорога. И как сложится ваша судьба, зависит прежде всего от вас самих, от вашей целеустремленности, ответственности и серьезного отношения ко всему, что вы делаете. Где бы вы ни были, не забывайте свою родную школу, в стенах которой вы получали знания. Не забывайте ваших учителей, которые вкладывали в вас душу, свою энергию. Не забывайте и друзей своих. Ведь школьные годы – один из самых лучших, самых светлых и самых свободных периодов вашей жизни. Вам предстоит выбрать свой путь, свою будущую профессию. Я желаю вам не растерять веры в себя, стремиться к новым знаниям и свершениям. Наверняка кто-то из вас уже определил ближайшие планы, кто-то уже еще размышляет. Но самое главное, ребята, не бойтесь своих амбиций, пробуйте, дерзайте, принимайте решения, добивайтесь, стремитесь к самому лучшему. Пусть ваши планы и мечты сбудутся. Знаю, что вы станете хорошими специалистами и надеюсь, что будущее свое свяжете со своей малой родиной, Якутией. Ведь именно от каждого из вас зависит, каким будет наше завтра. Ставьте цели и достигайте их. Верьте в себя, и у вас обязательно все получится. В добрый путь! Праздник последнего звонка, благодарственные письма за активную жизненную позицию, отличную учебу и особые успехи вручаются Иванову Кристиану Александровичу, ученику 11 А класса, спортсмену, победителю и призеру республиканских соревнований по национальным прыжкам и армрестлингу. Виктору Альбертовичу, ученику 11 Б физико-математического класса, хорошисту учебы, победителю и призеру Всероссийской олимпиады школьников, муниципальный этап по экономике и географии. Ворошиловой Валерии Васильевне, ученицы 11 В филологического класса, хорошистке учебы, лидеру детского общественного объединения «Медиа-центр», 31 кадр. Шараборину Андрею Васильевичу, ученику 11 Г медицинского класса, волонтеру школьного отряда «Добрые сердца», победителю муниципальной олимпиады по истории, призер Северо-Восточной олимпиады школьников по медицине. Светлолобову Кириллу Сергеевичу, ученику 11 Д педагогического класса, хорошисту учебы, человеку с активной жизненной позицией. Грониной Наталье Анатольевне, ученице 11 Е класса, хорошистке учебы, победителю 3-й региональной научной олимпиады по общественным коммуникациям среди школьников и студентов СУЗов. А начиналось все с первого звонка, когда с букетами и ранцем за плечами мы первого учителя встречали, когда нас классом первый раз назвали, когда друг с другом нас свела судьба. А встречали на пороге школы нас первые учителя.
Осень пройдет золотая, метель бушевать перестанет, и солнце, смеясь и сверкая, в начальные классы заглянет. Здесь к знаниям новым спешили мы с первым учителем вместе, росли, удивлялись, дружили и пели любимые песни. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Наш класс озорной и веселый, зачеты, уроки, задачи. Сегодня начальная школа нам в жизни желает удачи. Откроются двери и снова ты встретишь своих первоклашек. Мы знаем, начальная школа, ты в сердце останешься наше. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Мы будем любить тебя, начальная школа, знай. Листвой шелестит сентябрь, и вновь расцветает май. Дорогие ребята, выпуск 2020. Мы, ваши первые учителя, помним вас маленькими, любопытными, веселыми и смешными детьми. Сегодня вы совсем уже взрослые. Мы от всей души поздравляем вас и хотим пожелать оставаться всегда такими же жизнерадостными, добрыми и отзывчивыми. Желаем вам удачи. Она сейчас вам очень понадобится. Пусть выбранный вами путь будет правильным и успешным. Пусть каждый из вас обретет свое счастье и осуществит самую заветную мечту. Чтобы мы, первые учителя, могли с гордостью говорить про вас. Это наши ученики, это наши выпускники. Вы все большие молодцы. У вас все получится. Мы в вас верим. Учитель ведет нас сквозь годы детства, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг, отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца. Он помогает нам найти свой путь в жизни. Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить учителя, который учит доброте и справедливости, учит быть человеком. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник в картинах, скульптор в созданных скульптурах. Хороший учитель живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников, учителей. Именно вам, дорогие учителя, мы посвящаем наш праздник. Начинаем церемонию вручения премии «Признание» от выпускников 2020 года. Счастливое завтра, холодное утро и музыка света. Эти ноты везде, быстрые старты, кривые маршруты и так до рассвета. Вот и весь день, ты по
Помнишь, как были мы детьми, и словно птицы крыльями весь мир хотели мы обнять, и не было ни дня без этого дня. Чтоб время не гасило силы, я просил, мы говорили мир, он так красив, мы полюбили мир, мы полюбили мир. Время река, так проходят века, все наши недели из воды и песка. Время в руках, только не расплескай. Время река, так проходят века, все наши недели из воды и песка. Время в руках, только не расплескай. И я хочу обнять весь мир и в инстаграме сделать фото с ним, чтоб каждый увидел и понял суть. Успей любить, годы не вернуть, время не вернуть. Мы наши съемные углы превращаем в дома, самостоятельно прячем эмоции внутри ПК. Время нам не друг, что за друг, что хочет всегда убежать. А я достал до кольца, значит я умею летать. Алло. Наталья Дмитриевна, заходите в Zoom, мы отправили вам приглашение. Сегодня мы прощаемся со школой и хотим сказать слова благодарности учителям физико-математического цикла. Вы научили нас считать, решать задачки, писать различные программы, дружить и уважать. Столько работы и сил вложили вы в нас, столько нервов потратили, что счесть невозможно. Ваша душа полна добра и любви, которой хватит всем. Вы настоящие педагоги, которые преданы своему делу. Мы хотим вам пожелать только терпеливых и старательных учеников. Счастья, крепкого здоровья, карьерного роста и благополучия. Мы всегда будем благодарны за то, что от вас получили. Низкий вам поклон, будьте счастливы, и пусть всегда в вашей жизни светит солнце. Ребятки, всем пока, доброго дня, хорошего вечера, балдежного времяпрепровождения, удачи, счастья и всего только что можно. Спасибо за поддержку, спасибо за понимание, спасибо за просмотр. Мы всем рады и всем довольны. Внимание! Специальная номинация выпускников 2020 года «Лучшая учительница» вручается учителю математики Дягилевой Изабелле Иннокентьевне. Вы научили нас решать задачи, хоть жизнь еще не раз нас озадачит. Уроки ваши мы не будем забывать и будем правильно задачи все решать. Мы в праздник пожелать хотим порядка, чтоб в жизни все решалось, как в тетрадке, все удавалось, выходило в сроки. Спасибо вам, учитель, за уроки. Приветственное слово депутата Якутской городской думы Эверстовой Алевтины Васильевны. Дорогие выпускники, вот и наступил день последнего звонка. 2020 год подарил много сюрпризов всему миру. Режим самоизоляции, ограничения наложили отпечаток на весь наш привычный уклад жизни. Школьники заканчивают учебный год онлайн, и последний звонок проходит без привычных атрибутов, красивых костюмов, ленточек, белых бантиков и фартуков. Но несмотря на это, мир полон возможностей. И данная ситуация показала, что выпускник города Якутска имеет такие же равные возможности, как любой другой выпускник любого другого города и страны. Впереди у вас ответственный период – сдача выпускных экзаменов. Я желаю вам собраться, желаю крепкого здоровья и показать свои самые лучшие качества и знания. Самое главное – определиться в жизни, найти профессию, которая вам будет по душе и поможет самореализоваться. Будущих успехов, здоровья, хорошей сдачи экзаменов. С последним звонком! В праздник последнего звонка благодарственные письма за активное участие в жизни школы, инициативу и творчество, за победы в школьных,
городских конкурсах, олимпиадах вручаются Киртаеву Игорю Александровичу, ученику 11 Г медицинского класса, волонтеру школьного отряда «Добрые сердца», призеру муниципальной олимпиады по биологии, призер Северо-Восточной олимпиады школьников по биологии. Заровняевой Алине Альбертовне, ученицы 11 В филологического класса, члена педагогического отряда «Штурманы детства», призеру международного конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты». Семеновой Марианне Васильевне, ученице 11 Г медицинского класса, волонтеру школьного отряда «Добрые сердца», призеру Северо-Восточной олимпиады школьников по биологии, химии и медицине. Продолжаем церемонию вручения премии «Признание» от выпускников 2020 года. Дорогие наши учителя, от имени выпуска 2020 мы хотим поздравить учителей физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности. И хотим пожелать вам большого успеха во всех ваших делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и, конечно же, уважения. Спасибо вам за все ваши уроки, за все полученные вами знания. Мы вас очень любим и никогда не забудем. Хотела бы поблагодарить наших учителей Анатолия Владимировича и Василия Николаевича за их труд, за их терпение и понимание. Мы вас очень любим и ценим. Мы благодарим вас за ваш труд, за ваше понимание, за ваш вклад в нас и за ваше терпение к нам. Желаю вам в дальнейшем процветания, благополучия, счастья и здоровья. Хочу сказать большое спасибо нашим учителям Анатолию Владимировичу и Василию Николаевичу. Спасибо большое за ваш бесценный вклад в нас, за ваше понимание, за ваше терпение. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим. Спасибо вам за поддержку, за заботу. Желаю вам терпения и здоровья, удачи. Внимание! Специальная номинация выпускников 2020 года «Строгость и справедливость» вручается учителю ОБЖ Мостовому Анатолию Владимировичу. В названии предмета ОБЖ 3 слова. Серьезных, мудрых, важных, беспристрастных. И буква О гласит, что вы основа спокойных дней и жизни безопасной. Спасибо! Учителю скажем мы дружно. Желаем всего, что для жизни вам нужно. Пусть жизнь безопасную будет для всех, а все ваши планы настигнет успех. Продолжаем церемонию вручения премии «Признание». С благодарностью большой мы к вам обращаемся, низкий вам поклон за все, с вами мы прощаемся. Вдаль дорога нас зовет, ждут нас приключения. Дорогие наши учителя, от чистого сердца я хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за вашу поддержку. Я искренне желаю вам благополучия, крепких сил и здоровья. Не хватит слов благодарности, чтобы выразить всю признательность вам, как учителю с большой буквы. Не всем повезло иметь таких чудесных учителей. Спасибо за знания, за понимание. Извините, что постоянно рисовала на ваших уроках. Извините, что заболевали перед вашими контрольными работами. Извините, что разговаривали и спорили без причин. И знаете, вы навсегда останетесь в нашей памяти и в наших сердцах. А напоследок скажем вам, что школу забывать не будем. Клянемся всем учителям, то вас мы тоже не забудем. Как были мы порой вредны. За все простите вы. Прощать ведь никогда не поздно. Спасибо вам, учителя, за знания, за труд, за умения. за то, что были терпеливы к нам.
За все спасибо вам. Мы помним, любим вас и ценим. Мы вас любим. Специальная номинация выпускников 2020 года «Не столь научно, сколь полезно» вручается учителю физической культуры Атласову Гаврилу Егоровичу. Мы скажем «да» физкультуре и спорту. Это здоровье и тело. Вам непременно мы гордо и бодро скажем большое спасибо. Спасибо всем учителям физической культуры. Наши победы – ваши победы. Мы поздравляем выпускников 2020 года, обладателей золотых знаков ГТО. Ученица 11 А класса Федорова Алина, ученица 11 Б класса Иванова Селена, ученик 11 Б класса Краснояров Илья. И обладателей серебряных знаков ГТО. Ученица 11 А класса Избекова Саина, ученица 11 А класса Маркова Наталья. Приветственное слово депутата Якутской городской думы Осипова Алексея Андреевича. Дорогие выпускники, от имени Якутской городской думы и от себя лично хочу поздравить вас с успешным завершением еще одного жизненного рубежа. Надеюсь, вы получили необходимый вам объем знаний, который вам обязательно пригодится в будущем. Пусть и дальнейшие ваши совершения будут такими яркими и незабываемыми. Постарайтесь не забыть своих учителей, друзей, и пусть в дальнейшем в вашей жизни сопутствует удача. Слово предоставляется Валентине Юрьевне Рыбкиной. Дорогие друзья, конечно, взаимодействие с окружной администрацией города Якутска и Якутской городской думы очень важно для нашей школы. Все наши выпускники, все наши ученики всегда принимают активное участие в общественно значимых событиях города. Разрешите мне сегодня по поручению нашего депутата вручить почетную грамоту Якутской городской думы человеку, забота которого о своих учениках, конечно же, обеспечивает и их успех, и их воспитание. И я очень надеюсь на это, их дальнейшее активное участие в общественной жизни нашего города, столицы нашей республики. Итак, распоряжением от 28 мая о награждении почетной грамотой Якутской городской думы за вклад в развитие системы образования, добросовестную работу в деле обучения и воспитания подрастающего поколения наградить почетной грамотой Якутской городской думы Маркову Жульяну Семеновну, учителя английского языка первой квалификационной категории, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 31, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Поздравляем вас, Жульяна Семеновна. Продолжаем церемонию вручения премии «Признание» от выпускников 2020 года. Так, ребята, вы готовы? И я буду кушать самую вкусную еду. Камера? Фу, да, все в порядке. Камера, вот такая, не фонарь. Это объектив. Подправьте тон, Паша. Сейчас не вы будете блистать на экране, так что за работу. Ох уж эти женщины. Ладно, погнали. Выход в прямой эфир. Через 3, 2, 1. Мотор! Дамы и господа! Леди и джентльмены! Здравствуйте! Добрый вечер! Вот и настал торжественный момент, к которому все шли 11 лет. Сегодня мы присутствуем на торжественном мероприятии ежегодного вручения престижной награды «Лучший учитель гуманитарного цикла». Разрешите представить вам ведущего сегодняшнего торжества Сафронова Павла и очаровательную ведущую Ворошилову Валерию. Что ж, не будем тянуть, давайте же узнаем наших номинантов.
a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Какая конкуренция, какие страсти! Лучшие из лучших собрались здесь и сейчас. Но все-таки, что же покажет нам голосование? И кто же станет победителем? Всем привет! Мы эксперты из 11 В класса. Гуманитарного? Вообще-то филологического. В общем, мы решили, что нет одного победителя. Все учителя сильны. И, конечно же, любимы. Мы не можем выбрать кого-то одного. Поэтому победа присуждается всем. Дорогой наш и уважаемый учитель, в день нашего выпускного мы хотим выразить вам огромную признательность и искреннюю благодарность. Вы подарили нам полезные знания и веселые воспоминания. Спасибо вам за добрые напутствия и советы. Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы успела нам стать вторым домом. Вы научили нас не бояться, не сдаваться и верить в себя. Это огромный и очень важный шаг в новую, невероятную жизнь, которая принесет нам множество эмоций, опыт и, возможно, оправдает наши ожидания. От будущих гениев, артистов, депутатов, юристов, докторов, путешественников, преподавателей и просто хороших, добрых людей. Наши слова благодарности за тепло, отзывчивость, терпение, ответы на вопросы, безупречное выполнение обязанностей. Конечно же, подход. Ведь самое главное в жизни – это стать достойным человеком с открытым сердцем. Спасибо, что именно вы научили нас этому. Все в лавке. Внимание! Специальная номинация выпускников 2020 года «Плюрализм года» вручается учителю истории и обществознания Атласовой Валентине Николаевне. Сегодня, в этот праздничный день, мы хотим от всего сердца поблагодарить нашу дорогую Валентину Николаевну. С большой буквы, но и тем человеком, который, скрывая завесу прошлого, научил с уверенностью глядеть в будущее. Продолжаем церемонию вручения премии «Признание» от выпускников 2020 года. Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы успела стать нам вторым домом. Это огромный и очень важный шаг в новую жизнь, которая принесет нам то, к чему мы стремились все эти 11 лет учебы. В наших сердцах так много слов, так много чувств и пожеланий, которые мы не сможем передать. От лица всех выпускников хотелось бы поблагодарить учителей иностранных языков. От лица всех 11-классников я бы хотела выразить благодарность учителям английского и французских языков за те знания, умения и навыки, которые вы вложили в нас. Школьные годы пролетели достаточно незаметно, и вы многому нас обучили. Мы ценим ваш труд и говорим вам огромное спасибо. Учитель – это тонкая работа. Он скульптор, он художник, он творец. Не должен ошибаться ни на йоту, ведь человек – труда его венец. Любить работу в наше время сложно, и труд подобный увлечет немногих, но отказаться просто невозможно от выбранной судьбой нам дороги. А у работы нашей, без сомнения, поверьте, не изменится название. И это главное, пожалуй, увлечение. Все потому, что наше в нем призвание. У нас есть замечательные учителя, хранители и люди, которые перейдут из поколения в поколение культуру и язык якутского народа. Примите искренние поздравления и слова благодарности якутской кафедры за ваш педагогический талант, душевную щедрость, за то, что научили нас трудолюбию, усидчивости и целеустремленности. За столько лет обучения мы поняли, что учителю невозможно трудиться, не имея чувства юмора. От души желаем, чтобы чувство юмора у вас было не только огромным, но и неиссякаемым ни на минуту. Мы хотим, чтобы такие преподаватели, как вы, задержались в системе образования как можно дольше, и пусть ваш труд не будет вам в тягость. От всего большого класса вам спасибо говорим, любим искренне и ценим, и за все благодарим. Благодарны мы за ласку, доброту и понимание. Получили столько знаний, ценных навыков не счесть. 100 раз спасибо повторить готовы мы всегда,
и от души благодарит за школьные года. Также эти 2 года с нами были учителя психологии, которые не только проводили нам уроки, но и всегда были рядом с нами, учили нас никогда не отпускать руки и поддерживали во всем. Мы, как педагогический класс, хотим от всей души поблагодарить нашего учителя по педагогике за полученные знания, Макаренко Татьяну Викторовну. Спасибо вам за то, что вы смеялись над нашими шутками, поддерживали и учили доброте. Мы этого никогда не забудем. Последний урок, последний звонок, и этот вечер выпускной. Несколько слов, несколько строк, скажу я, будто сам не свой. Последний звонок, последний урок, как трудно подобрать слова. И несколько слов, и несколько строк, хочу тебя поцеловать. Специальная номинация выпускников 2020 года за увлеченность и умение увлечь вручается учителю истории и обществознания Алексееву Петру Григорьевичу. Творится история каждым из нас. В нее впишем новые строки. Учитель истории, благодарим вас. Спасибо за ваши уроки. Приветственное слово главы Октябрьского округа Воробьевой Лилии Александровны. Уважаемая Валентина Юрьевна, уважаемый коллектив школы, от себя лично и от коллектива управы Октябрьского округа хотим поздравить вас с окончанием еще одного успешного учебного года, с днем последнего звонка. Выражаем огромную благодарность вашему коллективу, коллективу школы, за успехи в обучении нашего подрастающего поколения, за ваш профессионализм и многолетний добросовестный труд. Пусть каждый ребенок, каждый ученик становится достойным человеком и вашей личной гордостью. Желаю вам творческих успехов, энергии, оптимизма, мира и стабильности. Дорогие выпускники, поздравляем вас с окончанием средней школы, с получением аттестата. Для многих это долгожданный день, для многих, наверное, это как печальный день. Хотелось бы выразить вам свою искреннюю благодарность за настойчивость и трудолюбие, проявленные в этот сложный для всех нас период. Мы гордимся вашими успехами. Всегда и всюду берегите честь и достоинство выпускников всей школы и родного города. Уважайте старших, берегите своих родителей. Успешной вам дальнейшей жизни. Всегда держитесь в жизни принципиальных позиций, устойчивых убеждений. Ни пуха, ни пера вам, дорогие наши выпускники. Благодарственные письма от имени Октябрьского округа, городского округа, город Якутск за успешное окончание средней школы вручаются Кадаевой Дарьи, ученице 11 Б физико-математического класса, хорошистке учебы, призеру Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа. Сафронову Павлу, ученику 11 В филологического класса, хорошисту учебы, активисту школьного самоуправления. Слово предоставляется региональному координатору волонтеров-медиков, директору Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия Кычкиной Алене Ивановне. Добрый день, уважаемые выпускники. От лица всего регионального отделения волонтеров-медиков хотелось бы поздравить вас с этим знаменательным днем. Особенно хотелось бы поздравить 11 Г класс, наш школьный отряд добрых сердец, который у нас уже работает более 2 лет, которые занимаются такой огромной работой. Вы проделали очень большой путь, и мы надеемся, что вы продолжите заниматься добровольческой деятельностью на протяжении всей своей жизни. Вы очень большие молодцы, и мы хотим вам пожелать всего самого хорошего. И каждый из вас, волонтер наш, вы получите благодарственные письма от регионального отделения волонтеров-медиков, а также получите волонтерские книжки, которые вам помогут при поступлении. Желаем вам очень всего самого хорошего, больших высот и всего самого хорошего. Всего хорошего. До свидания, ребята. До встречи. Продолжаем церемонию вручения премии признания от выпускников 2020 года.
Итак, дорогие гости, за номинацию «Лучший биолог» борются Семенова Марианна. Я сейчас нахожусь возле протока реки Лены. Горохова Ирма и Богушевич Анастасия. И Оскар получает Горохова Ирма. Аплодисменты! Здравствуйте, дорогие зрители, и также все присутствующие здесь учителя. Эту номинацию я получила благодаря своей 31-й школе, благодаря учителям биологии Инне Федоровне, Нелли Тимофеевне и Люции Дмитриевне. Я бы хотела выразить огромную благодарность им за то, что учили нас так хорошо, терпели и любили нас. Спасибо вам большое. Следующая номинация «Лучший химик». За номинацию борются Климовский Олег, Павлов Эдуард и Борисов Никита. И Оскар получает Климовский Олег. Аплодисменты! Число щелочей, соли, молекулярный вес и моли. Вы объяснить нам все смогли и химию увлекли. Без вас мы вряд ли бы узнали про атомы и орбитали. За знания по веществам огромное спасибо вам. Это стихотворение посвящается учителям. Кузнецовой Надежде Олеговне, Зориной Татьяне Ивановне, Коряпиной Людмиле Геннадьевне и Егоровой Анастасии Гаврилиной. Большое спасибо вам за огромный проделанный вами труд. И последняя наша номинация «Лучший географ». Сражаются Кутаков Виктор, Низамова Валерия и Гоголев Саян. Сейчас мы узнаем имя победителя. И это Низамова Валерия. Я бы хотела выразить огромную благодарность за вручение этой награды именно мне. Но мне кажется, без учителей я бы не справилась. Это Анисия Викторовна, Лариса Константиновна и Ксения Ивановна. В первую очередь, это ваша награда. И я безмерно благодарна вам. Еще раз спасибо. На этом наша премия заканчивается. Всем спасибо за то, что побывали вместе с нами. Режиссер Горохова Ирма. Внимание! Специальная номинация выпускников 2020 года за доброту и чуткость вручается учителю географии Солдатовой Анисе Викторовне. Примите слова искренней благодарности за то, что вложили в нас знания, опыт и мудрость. Мы благодарны за ваш вклад в наше образование и за проявленное вами терпение. Спасибо, что в трудные минуты помогали поверить в себя, за то, что демонстрировали свои лучшие человеческие качества и научили ценить доброту. Отдельная вам благодарность. Слово для поздравления предоставляется Солдатовой Анисе Викторовне. Дорогие выпускники, поздравляю вас с замечательным праздником, который одновременно и грустный, и радостный. С сегодняшнего дня перед вами открывается новый мир, в котором вы самостоятельные люди. Желаю вам смело идти вперед, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Школьный выпускной – это символ окончания самой беззаботной и счастливой поры. Я желаю вам, чтобы вчерашнее детство стало отправной точкой в успешное, счастливое будущее. Не забывайте свою школу учителей. Учительствовать благородно, без знаний мир замрет. Дорогие учителя, будьте счастливы, не болейте, не знайте огорчений и всегда оставайтесь такими же деятельными и жизнерадостными. И мы передаем слово нашим соведущим Заровняевой Алине и Сафронову Павлу. 11 лет назад мы считали, что 2020 год – это так далеко. Настолько далеко, что мы назвали его будущим. И вот сейчас будущее стало настоящим. В эру цифровых технологий, интернета и модернизации рамки человеческих возможностей практически безграничны. Несмотря на необычность нашего онлайн-праздника, мы сохраняем и приумножаем школьные традиции. На празднике последнего звонка уже стало доброй традицией вручать специальные номинации выпускникам школы. В рамках проекта «Нам-25» наши выпускники-юбиляры 1995 года выпуска вручают первую специальную номинацию.
Приветственное слово выпускницы нашей школы, старший научный сотрудник Центра этносоциологических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, доктор социологических наук Маклашева Елена Гавриловна. Добрый день, уважаемые выпускники! Выпускники 1995 года делегировали меня поздравить вас и, конечно же, дать напутственные слова и реализовать одно из интересных мероприятий школьного проекта «Нам 25 лет». 25 лет назад в нашей школе был первый выпуск лицейских классов. Среди первого лицейского выпуска очень много кандидатов и докторов наук. Поэтому мы решили обозначить номинацию в этом году именно «Путь в науку». Сегодня социальный статус ученого, а тем более молодого ученого, поддерживается государством и в социальном плане, и в материальном. И самое главное, вы будете причастны к выработке новых идей, новых решений тех или иных проблем развития нашего общества. Еще раз поздравляю всех вас с окончанием средней школы и началом вашего взрослого жизненного пути. И отдельное поздравление лауреату премии «Путь в науку». Искренние пожелания и успехов в жизни этому новатору и креативному человеку. Спасибо большое. Слово для вручения номинации предоставляется выпускнице 1995 года, заместителю директора нашей школы Ирине Сергеевне Цвиль. Дорогие выпускники, мне вдвойне приятно объявить имя победителя номинации, потому что это очень разносторонний человек. Я бы сказала о нем физик с душой лирика, программист с задатками артиста, разработчик новой мощной операционной системы, победитель многих муниципальных конкурсов чтецов, олимпиадник. Я думаю, все уже понимают, победитель номинации «Путь в науку», ученик 11 Б класса Ершов Влад. Аплодисменты. Влад, этой номинации выпуск 95-го года надеется знаменовать начало еще больших побед, открытий, достижений. Иди вперед и реализуй все свои самые лучшие качества. Поздравляем. Поздравляем, Владислава. Слово предоставляется заместителю директора Кулагиной Людмиле Александровне. Добрый день, дорогие ребята! Поздравляю вас с таким знаменательным праздником, праздником последнего звонка, символом окончания школы. Пусть он немного необычный, но это нисколько не преуменьшает торжественности и праздничности настроения. Разрешите мне сегодня вручить грамоты городского детского общественного движения «Юный горожанин» за значительный успех и вклад в развитие детского движения городского округа город Якутск, ученику 11 Е-класса, активисту, члену детского объединения «Медиацентр 31 кадр» Серебрякову Алексею. Серебряков Алексей у нас в медиацентре с самого основания, можно сказать, ветеран 31-го кадра. Поздравляем тебя, Алексей. Следующий номинант – это ученик 11 Е-класса, активист детского общественного объединения «Алые паруса», являющийся бессменным командиром своего класса, спортсменом. Это Саплев Александр. Поздравляем тебя, Александр. Желаем тебе дальнейших успехов и профессионального самоопределения. Кроме этого, сегодня на празднике последнего звонка я удостоена чести вручить грамоты Республиканского центра развития детского движения за значительные успехи и вклад в развитие детского движения Республики Саха-Якутия обучающимся выпускникам нашей школы. Сивцевой Марии, ученицы 11 Г медицинского класса, активистки детского общественного объединения «Алые паруса». Поздравляем тебя, Мария. Прокопьевой Айте, ученица 11 педагогического класса, активисту детского общественного объединения «Алые паруса». Рыбкину Павлу, ученику 11 Б класса, участнику международного конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты», члену педагогического отряда «Штурманы детства», бессменному вожатому
детского загородного стационарного оздоровительного лагеря Каландрашвили, активиста и просто хорошего человека. Поздравляем тебя, Павел! Иванова Селена, ученица 11-го физико-математического класса, участница международного конкурса вожатского мастерства «Вожатское сердце планеты», член педагогического отряда «Штурманы детства», вожатая нашего лагеря Каландрашвили, активистка, красавица. Поздравляю тебя, Селена, с такой весомой наградой. Всем вам, ребята, желаю успехов, профессионального самоопределения, кем же вы будете, удачи в поступлении. Все награды найдут своих героев в период получения аттестатов или при проведении единого государственного экзамена. Еще раз поздравляем! Сегодня, в этот знаменательный день, день выхода во взрослую жизнь, хотелось бы произнести слова благодарности всем тем, кто создавал удивительную светлую атмосферу доверия и взаимопонимания в нашем педотряде. Школьная жизнь не была бы такой. Мы бы не стали теми, кого вы видите перед собой сейчас. Вы всегда находили место и для шутки, и для прощения наших глупостей и неудач. Вы несли нам знания и умения, несмотря на бушующие волны. Здравствуйте, уважаемые учителя, дорогие выпускники и их родители. Сегодня мы, штурманы детства, хотим поздравить вас с этим замечательным праздником, с окончанием школы. Хотим пожелать вам успешной сдачи экзаменов и поступления в желаемый вуз. Надеемся, что вы не забудете свою родную школу, любимых учителей и будете с гордостью носить звание «Штурманы детства». Мы вас очень сильно любим, верим в вас, всегда рядом и всегда поддержим. Желаем вам найти свое призвание. Пусть будут рядом те, кто верит в вас. Исполнение заветных желаний. Чтобы ваша жизнь успешно удалась. Ура! Вот вы и прошли еще один этап жизни и вступаете уже в взрослый, но не менее интересный и яркий мир. Идите всегда за своей мечтой, и пусть на вашем пути будет как можно меньше преград. Мы уверены, что вас ждет грандиозное светлое будущее. Удачи! Дорогие наши друзья, выпускники, вот и наступил в своем роде уникальный день, радостный и в то же время грустный. Ведь сегодня вы навсегда прощаетесь со школой, со своим детством. Глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать, что вас ждет счастливое и прекрасное будущее, как и вы сами. Желаем вам здоровья, успехов, достижений, побед и исполнения всех ваших желаний. Будьте настойчивыми, уверенными, бдительными. И, конечно же, не забывайте те моменты, которые связывают нас. С праздником, дорогие наши выпускники! Дорогие выпускники, от всей души хочу поздравить вас с праздником последнего звонка. Еще один этап вашей жизни позади. В особенности хотелось бы выделить наших любимых штурманов. На вас у нас возложены большие надежды в продолжении традиций нашего педотряда. Без сомнения, опыт, который вы в нем получили, поможет вам в дальнейшем по жизни. От себя хочу вам пожелать успехов, удачного поступления и море улыбок на вашем лице. С праздником! Спасибо за то, что вы находили время для нас и давали советы. Ломая себя изнутри, мы становимся сильнее. Спасибо за то, что тогда увидели в нас ту искру, которая сейчас зажглась в большой пылающий огонь. Спасибо за моменты, которые мы пережили вместе. Спасибо за дружбу, которая сейчас между нами. Выражаем благодарность, которая поселится навсегда в наших сердцах. И все, что было, будет напоминать нам ваши лица, ваши советы и вашу заботу. А меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таком стакан сансары, круговорот людей.
настал тот момент, когда наша часть подходит к концу. Время прошло незаметно. Помнится то время, когда мы тоже принимали этот штурвал. Мы уверены, что никого не подвели. А сейчас наша пора передавать его вам. И мы надеемся, что вы с гордостью и ответственностью поведете за собой новое поколение штурманов детства. Вы всегда были для нас примером для подражания. Спасибо, что всегда были рядом. Пусть школа в вашей памяти останется самым светлым и радостным воспоминанием. Мы вас не подведем. Мы продолжаем церемонию вручения специальных номинаций. И слово предоставляется первому выпуску 1988 года Прокопьеву Спартаку Поликарповичу, индивидуальному предпринимателю. Здравствуйте, дорогие выпускники! Поздравляю с окончанием школы. Желаю вам успешно сдать экзамены и поступить в те учебные заведения и получить ту профессию, которую вы выберете. С этого момента перед вами будут расширяться границы возможностей, открываться новые неизведанные горизонты. И пусть полученные вами знания, приобретенные умения позволят на полную раскрыться вашим талантам и найти свое место в этой жизни. Хочу пожелать вам, чтобы выбранное вами дело приносило вам радость и удовлетворение. Верьте в себя и помните, что у вас будет получаться все, что вы хотите. Желаю вам найти свою дорогу в жизни и шагать по ней уверенно и смело. Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и наполненной хорошими событиями. Специальная номинация выпускников первого выпуска вручается Гнучеву Андрею, ученику 11 Е-класса. Он обладает высокой мотивацией к обучению, проявляет незаурядную силу воли к восстановлению здоровья. Поздравляю! Мы продолжаем церемонию вручения специальных номинаций. От выпуска 1989 года слово предоставляется Сергеенко Игорю Анатольевичу, заместителю директора нашей школы. Добрый день, уважаемые ребята, родители, коллеги. Ну, все узнали мой возраст, 89-й год получается. Итак, хочется сказать, конечно, ребята, последний звонок – это, конечно же, завершение важного этапа жизни. Наступает новый этап, но, поверьте, не менее увлекательный, это точно. Желаю, чтобы ваши воспоминания о школе всегда оставались в ваших сердцах, и в будущем у вас все было хорошо. Главное, верьте в себя, у вас все получится. И номинация от выпуска 1999 года вручается у нас, выпуск считается у нас очень спортивным, поэтому мы вручаем Ивановой Селене, ученице 11 Б физико-математического класса, победителю всероссийских соревнований, многократного призера республиканских соревнований по легкой атлетике. Еще раз с праздником, ребята. Выпуск 1992 года и слово выпускнику Емельянову Алексею, заместителю директора рекламной кампании New Vision. Здравствуйте, уважаемые выпускники 2020 года. Я тут подумал, мы выпуск 92 года как раз выходили в эпоху таких глобальных перемен. И вот судя по такому выпуску 2020 года вас ждут перемены тоже, большие, глобальные. Поэтому я хотел бы вам сказать одну вещь, что на самом деле дорогу осилит идущий, а премию мы хотели бы вручить Замятиной Анжелике, ученице 11 В класса. Поздравляю вас, ребят! Мы поздравляем номинантов, и для вас поет Неустроева Саяна. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой? А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять.
дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Старушки искоса на нас глядят, не узнают вчерашних забияк. А мы с Наташкой по двору идем, и нет нам дела больше ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Помимо наших любимых учителей и одноклассников, были и те, без которых наша школьная жизнь была бы неполной. От имени выпуска 2020 мы выражаем огромную благодарность социальным педагогам и психологам, которые всегда могли помочь и поддержать нас. Организаторам за интересное и веселое мероприятие. Поварам и работникам столовой за вкусную еду и за сытых учеников. Секретарю, техперсоналу, лаборантам, чей ежедневный, не совсем заметный на первый взгляд труд помогал нам и облегчал нашу жизнь. Огромное вам Мы продолжаем церемонию вручения специальных номинаций. И слово предоставляется выпускникам-медикам. Руководитель отделения фармации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, доцента кафедры фармакологии и фармации института, руководителю Малой медицинской академии Малагуловой Ирине Шамилевне. Дорогие наши выпускники, мы поздравляем вас с новой вехой в вашей жизни. Мне удостоена честь номинировать одного из самых лучших выпускников медицинского класса. Удостоена я честью от выпускников-медиков разных лет, которые сейчас находятся на передовой, которые спасают наши с вами жизни. Поэтому очень приятно, что медицинский класс, который выпускается в этом году, является таким ярким, таким красивым, таким умным. Я поздравляю всех. Но особенно хочу выделить 11 Г-класс под руководством Инны Федоровны Шибаевой. Было одно удовольствие работать с этими детьми. Я желаю вам, ребятки, хорошей легкой дороги. Я желаю вам нового этапа в жизни. Что нарисуете, какими яркими красками нарисуете, такая и будет ваша дорога. Специальная номинация вручается выпускнику 11 Г-класса Сергею, командиру волонтерского отряда, активисту, хорошисту, призеру многочисленных олимпиад по медицине и биологии, победителю командного первенства недели студенческой науки среди студентов медицинского института. Сергей, всего вам самого лучшего. Поздравляю вас. Разрешите мне от имени выпускников, учителей родной 31-й школы поблагодарить ребят, поздравить с праздником и отметить сегодня особенного номинанта этого выпуска, ученицу педагогического 11 Д-класса, призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Республики Саха-Якутия по педагогике и психологии Яныгину Полину. Аплодисменты Яныгиной Полине, номинанту от выпускников учителей родной 31-й школы. Надеемся увидеть тебя, Полина, в наших рядах в скором будущем. И хотим сказать, что в нашем коллективе работает 12 человек, выпускников нашей школы, которые выбрали педагогику как свое призвание. Мы продолжаем церемонию вручения
специальных номинаций. И слово предоставляется Ассоциации родителей выпускников школы Дмитриевой Татьяне Валерьевне, многодетной маме, председателю общественного совета школы в 2014-2018 годах. Сейчас она проживает в городе Новосибирске. Поздравляю всех выпускников нашей школы, любимой нашей школы. Я представляю ассоциацию выпускников родителей школы. Это те выпускники, кто вернулся обратно в 31-ю школу со своими детьми. Уже много, получается, детей, чьи родители выпустились из этой школы, тоже выпустились из этой школы. Я надеюсь, что их дети еще вернутся. Это будет укреплять традиции школы. Вам, выпускники, желаю того же. Сегодня я представляю номинацию от родителей выпускников и вручаем ее Таманеровой Аине, ученице 11 Б физико-математического класса, хорошистской учебы, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Северо-Восточной олимпиады школьников по информатике. Поздравляем ее! Все специальные номинации вручены. Поздравляем всех номинантов! Ура! А теперь слово предоставляется нашим самым родным, самым добрым и заботливым, порой строгим, но всегда думающим о нас, нашим родителям. Дорогие наши дети, позади 11 прекрасных лет школьной, беззаботной жизни. Сегодня для вас прозвенит последний звонок, и вы будете готовы войти во взрослую жизнь. От всей души желаем каждому из вас успешно сдать ЕГЭ и поступить в желанный вуз. Получить ту профессию, о которой мечтаете. Пусть дорога вашей жизни будет гладкой. Будьте счастливы. Дорогие учителя, сердечное спасибо за то, что дали нашим детям билет в жизнь. Терпели их выходки, вкладывали в каждого частичку своей души. Низкий вам поклон. И первый класс, и второй класс так быстро пролетели. Третий класс, четвертый класс мы вместе одолели. Звонок последний прозвенел, его так долго ждали. Позади 100 тысяч дел, тревоги и печали, тревоги и печали. Завершились начальные классы, выучились все как один. Только мы не жалели ни разу то, что в школе 31. Пятый класс пролетел незаметно, и шестой, и седьмой, и восьмой, и девятый, закончив победно, вы в 10-й ушли с головой. И вот 11 класс вы тоже завершили, став почти умнее нас. Награды заслужили, звонок последний прозвенел, его так долго ждали. Позади 100 тысяч дел, тревоги и печали, тревоги и печали. Время рушит гранитные замки и заносит песком города, а мы ждем, и как будто цыганки на ЕГЭ мы гадаем пока. Выпускной мы усердно готовим,
Благодарим учителей за помощь и поддержку, вас не забыть нам никогда. И деточкам, конечно, а дорогим выпускникам желаем мы удачи, чтобы ЕГЭ успешно сдать. 100 баллов не иначе, 100 баллов не иначе, 100 баллов не иначе, 100 баллов не иначе. Слово предоставляется тем, кто прошел с нами этот путь до самого конца. Тем, кто всегда был рядом, кто всегда был готов помочь и поддержать нас в любую минуту. Наши любимые и родные классные руководители. Вот и наступил этот волнующий миг, когда мы, ваши классные руководители, должны отпустить вас. Наших родных, любимых, таких разных, не похожих друг на друга наших учеников. Честно, мы боялись этого дня, не хотели, чтобы он наступил, но он стоит уже на пороге. И мы осознаем, что это грустно. Просто грустно, без метафор и ненужных сравнений. Кажется, что все это было вчера. Мы с волнением спешим навстречу с вами, видим ваши улыбки и широко раскрытые глаза, полные радостных, озорных огоньков. И у нас на душе становится тепло и спокойно. Каждая из нас старалась воспитать человечность, доброту, искренность, уверенность, порядочность и толерантность. Мы хотели, чтобы все вы стали культурными, нравственными и порядочными людьми. Вместе с тем мы сами ежедневно учились у вас креативности, оптимизму, умению находить положительные моменты в любой ситуации. Дорогие, эти годы вы учились читать, думать, работать над сочинениями. А сегодня вы приступаете к самому главному из них – сочинению собственной жизни. Писать его будете без черновика, стараясь не делать ошибок. Рядом с вами нас уже не будет. Оценку же за сочинение вам поставит сама жизнь. Мы, ваши классные руководители, все очень хотим, чтобы все ваши сочинения были написаны на 5. Мы не будем желать вам легкой жизни без испытаний, просто потому что такой не бывает. Но пусть же ваш первый опыт, ваш первый шаг будет удачным, ведь именно от него зависит так много. Дорогие ребята, что бы ни случилось, уверенно шагайте к четко поставленной цели. И тогда у вас обязательно все получится. Уважайте своих родителей, сохраняйте их традиции, не забывайте своих школьных друзей и нас, ваших учителей. Для учителя самая большая награда – это хорошая слава о его учениках. В добрый путь! Дорогие наши дети! Слово предоставляется директору нашей школы Валентине Юрьевне Рыбкиной. Я хочу прямо сказать браво нашим классным руководителям и за их сегодняшнее выступление, которое, я думаю, никого не оставило равнодушным. Даже я, наверное, сейчас уже прослезятся мои глаза, потому что на самом деле не только директор, но и мама я сегодня. Вы все это прекрасно знаете. Но должна сказать, что классный руководитель – это, безусловно, один из самых важных людей в школьной жизни. Это человек, который первый встречает семью и в радости, и в проблемах, и от действий которого зависит очень многое. И должна сказать, что вот даже вы, если прочитаете чат, поймете, что со мной согласны все выпускники. Наши классные руководители выпуска 2020 года – это супер учителя и супер классные руководители. Спасибо вам огромное. И я с большим удовольствием хочу сказать, что тоже по сложившейся доброй традиции у нас есть такая одна из высших наград нашей школы – это
Почетная грамота классному руководителю выпускного класса. Согласно положению об этой награде, награда вручается с денежной премией. И в этом году такими почетными грамотами награждаются классные руководители наших выпускных классов. 11 А-класс Маркова Жульяна Семеновна, 11 Б-класс Макарова Наталья Дмитриевна, 11 В-класс Васильева Ия Иннокентьевна, 11 Г-класс, 11 Д, извиняюсь, класс Протопопова Нергустана Федоровна и 11 Г-класс, Е-класс Николаева Светлана Афанасьевна, 11 Г-класс Шибаева Инна Федоровна. Долго я не могла понять, почему 11 Г у нас в конце списка оказался, но теперь понимаю. Хочу также сказать, что помимо уже озвученных наград, мне выпала честь озвучить награду, приказ о присуждении которой вышел аж в июле 2019 года. О награждении ведомственной наградой Министерства просвещения Российской Федерации работников образовательных организаций Республики Саха-Якутия. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования наградить ведомственной наградой Министерства просвещения Российской Федерации работников образовательной организации Республики Саха-Якутия. Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Шибаеву Инну Федоровну, учителя муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы номер 31 городского округа, город Якутск. Мы поздравляем вас, Инна Федоровна, с заслуженной наградой. Спасибо большое. Большое спасибо всем. Сегодня прозвенит наш последний звонок. Знакомый до боли уносится в детство. И, трогая каждой души уголок, он нам открывает в жизнь новую дверцу. Право дать последний звонок предоставляется Федоровой Алине, ученице 11 А-класса, чемпионки Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу весовой категории 50 кг, призеру республиканских соревнований по якутским прыжкам. Красноярову Илье, ученику 11 Б-класса, обладателю медали за особые успехи в учении, победителю и призеру Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа. Замятиной Анжелике, ученице 11 Б-класса, призеру муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Республики Саха-Якутия по русской литературе, победителю номинации «Лучший лидер детского общественного объединения городского округа, город Якутск». Павлову Эдуарду, ученику 11 Г-класса, волонтеру школьного отряда «Добрые сердца», призеру практической конференции по медицине. Прокопьева Айталине, ученица 11 Д-класса,
активисту ДО «Алые паруса», бессменному командиру класса, член танцевального коллектива «Ама Крю», человека с активной жизненной позицией. Саплеву Александру, ученику 11 Е-класса, активисту детского общественного объединения «Алые паруса». На протяжении нескольких лет является бессменным командиром класса, спортсмен, неоднократный призер соревнований в составе команды МФК «Заря» по футболу. Звенит долгожданный последний звонок, и грустно у всех на душе. Прошли мы свой первый и главный урок. Мы взрослые стали уже. Мы молоды, смелы, и все впереди, конечно же, будет у нас. Счастливые дороги, удачи в пути. Идите вперед, в добрый час. Школьные года пролетели незаметно. Знаю, это не запретно, я скучать буду заветно. Школьные фартуки, банты я надену в этот вечер. Знаю, точно ты заметишь, знаю, точно ты заметишь. Школьный звонок последний прозвенел, а наша парта все еще хранит записки. Ты мой портфель, до двери там носил. Школьная любовь, ты первый в моем списке. Школьный звонок последний прозвенел, а наша парта все еще хранит записки. Сегодня пора со школьного двора. Нам уходить уже не вместе. А помнишь, как мы положим 100 уроков, и в школьном журнале у нас все плохо? Мы за партой, рука к руке, и наши фотки в моем рюкзаке. Один учебник на двоих, и на диске пишу свой новый стих. Любимый учитель, любимый урок, но вдруг звенит последний звонок. Школьный звонок последний прозвенел, а наша парта все еще хранит записки. Ты мой портфель, до двери там носил. Школьная любовь, ты первый в моем списке. Школьный звонок последний прозвенел, а наша парта все еще хранит записки. Сегодня пора со школьного двора. Нам уходить уже не вместе.
в жизни каждого из нас родная школа. С праздником, дорогие друзья! В добрый путь! Давайте мы все дружно, красиво сядем перед нашими камерами, а наш организационный комитет, наша студия сделает фотографии на память всех тех, кто сегодня принял участие в нашем необычном празднике. Праздники последнего звонка онлайн. С праздником! Улыбнитесь! И у кого есть колокольчики, могут присоединиться и подать последний звонок своей школьной жизни. С праздником, ребята! Всех любим, всеми гордимся. Улыбнитесь друг Всем другу, включите микрофоны. Включите микрофоны. Всех будем рады видеть. Все включите микрофоны, мы вас не слышим. Включите микрофоны. Последним звонком. В микрофоне можно звонить и говорить все, что вы хотели сказать. Последнего звонка. Мы благодарим сегодня за подготовку необычного онлайн-праздника большую команду воспитательного отдела в лице вашего покорного слуги, педагогов-организаторов, людей, без которых сегодня этот праздник не состоялся. Итак, мы благодарим Бубякину Алину Егоровну, Тимофеева Максима Андреевича, Расаргуева Варлама Алексеевича, Сергеенко Игоря Анатольевича, Луизу Васильевну Савину, всех тех, кто создавал для вас сегодня праздничное настроение, Ионину Светлану Витальевну, Зарубину Екатерину Владимировну, родителей, учеников, выпускников разных лет, нынешних выпускников и наших дорогих учителей. Всем вам большое спасибо. Отлично. Несмотря на наши обстоятельства. Спасибо. С праздником. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Ура, ура, ура! С праздником всех! С праздником! Всех с праздником! В добрый путь, дорогие наши дети! Ни пуха, ни пера на экзаменах вам. Инна Федоровна, у нас когда консультация будет? Что это было, дорогие ребята? И Дмитрия Игнатьевича Попова не назвала самого главного нашего технического директора. Аплодисменты ему. Спасибо. Ну и, конечно, всем креативным выпускникам, которые старались, монтировали ночами и днями. Молодцы. Ура!